Здравствуйте, компания Прогресс Авто. Краткий обзор мини-трактора Исеки ТУ-165. Полноприводный компактный тракторочек приехал к нам с хорошей мощностью при этом, но, соответственно, очень юркий, что интересно. По правой стороне, по шинам, как обычно, начнем. Думаю, видно, что шины здесь в отличном состоянии. Правая передняя либо менялась на новую, либо в принципе в таком состоянии, с таким износом и осталась с завода, соответственно, просто как новая шина. Левое переднее состояние аналогичное, то есть шина просто как новая, износ минимален, никаких повреждений, тому подобных вещей нет. По задним шинам, по износу то же самое, то есть здесь у нас остаток просто огромный, жирнющий, растрескиваний, каких-то подобных замечаний, опять же, к шине нет. По навеске сразу покажу. Здесь у нас двухточечное навесное устройство с гидрорегулировкой наклона горизонтального и, соответственно, плавающим режимом. Фреза 1,20 м, 1,30 м. Состояние ножей, думаю, отлично видно. По Японии это все здесь подкрасили. Ну, износ ножей, конечно, где-то в районе 50%. То есть остаток там уже не настолько велик, как, например, на шинах. Шина правая задняя, опять же, просто как новая. Соответственно, растрескиваний, подобных замечаний нет. Остаток просто огроменный. По наработке трактора, думаю, отлично видно. 788 моточасов. По состоянию, в общем, в принципе, нареканий никаких нет. То есть здесь у нас видно, что сидушка целая. Пришла как раз из Японии, родная. Да и в принципе по лакокраске здесь видно, что плюс-минус все достаточно целенькое. То есть, возможно, пользовались достаточно, точнее невозможно, скорее всего, пользовались достаточно аккуратным трактором в Японии. Понятно, что у нас здесь регулировки полные по режиму работы трактора и режимом работы навесного устройства. По левой стороне раздатка, основная коробка переключения передач. Под низом, под ногами водителя отключаем полный привод, вал отбора мощности и блокировка заднего моста. В принципе, все остальное как обычно. Приборная панель Исеки стандартная. Больше ничего необычного у трактора и нет. Но тем не менее, по набору функций получаем достаточно классный тракторок, который сможет выполнить все ваши задачи. Плюс, как я уже вначале говорил, его огромный плюс в том, что он достаточно юркий, то есть маленький, компактный, но при этом мощность достаточная. Соответственно, пользоваться можете почти любым навесным и при этом не загромождать огромное количество места большим трактором. Поэтому приезжайте, смотрите. Будем рады увидеть всех. Всем все покажем и расскажем по поводу этого и других тракторов Прогресс Авто. До свидания.